сегодня суббота, и значит в эфире «Красный квадрат». Надеюсь, что все политики стран Содружества уже у своих телевизоров. А мы сегодня поговорим о Грузии. Там состоялись выборы, и председателем парламента Грузии стал Эдуард Шеварднадзе. Он один из гостей нашей сегодняшней передачи. Наши гости в Москве. Левон Алексидзе, председатель комиссии по международным делам Госсовета Грузии. Андрей Федоров, советник вице-президента России. Зураб Ачба, заместитель председателя комиссии парламента Абхазии по правовым вопросам. Также наш гость в Тбилиси Эдуард Шеварднадзе и в студии политолог Андраник Мигранян. В 1991 году в выборах президента Грузии принимало участие немногим менее 70% населения. Из них 87% отдали голоса за Звяда Гамсахурди. 11 октября 1992 года в безальтернативных выборах председателя Верховного Совета приняло участие немногим менее 80% населения Грузии. Из них за Шеварднадзе проголосовали 95%. В двух районах Абхазии, Гудаутском и Фарчельском, выборы не проводились. В Гальском районе и Гагарской зоне Абхазии, в Южной Осетии, а также в 3 районах Грузии выборы проводились частично. Леван, скажите, пожалуйста, вот после выборов удастся ли стабилизировать в ближайшее время в Грузии политическую обстановку? Это единственная надежда, потому выборы прошли с таким успехом. Надежда — это такой термин не очень. Ну, вы знаете, каждый политик на что-то надеется. Я оптимист, поэтому я считаю, что безусловно. Какие приблизительно сроки это реально, на ваш взгляд? Опять-таки вы меня о прогнозах спрашиваете. Год, 2, стабилизацию я имею в виду. Что касается тех событий, которые сейчас имеют место, они должны стабилизироваться в ближайшие месяцы. Безусловно, без этого ни о какой стабилизации говорить не приходится. Но существует, правда, мнение, что к существующим двум конфликтам прибавятся и другие, с Аджарией и так далее. С Аджарией я конфликт исключаю. Исключаю конфликт с армянами и с азербайджанцами. Это самые большие, так сказать, группы. Вы знаете, около 80 национальностей живет в Грузии. И национальные меньшинства, как азербайджанцы, армяне, по 500 000 населения. У нас проблем там никаких сейчас таких нет. Единственная проблема у нас, ну, я думаю, замеряющаяся, это в районе бывшей автономной области Южной Осетии и Абхазия. Это наша боль, которая сейчас имеет место. Но я уверен, что мы найдем политическое решение этой проблемы. Скажите, пожалуйста, а какие факторы вы считаете дестабилизирующими сегодня политическую ситуацию в Грузии? Факторы, я должен вам сказать... Какие социальные силы сегодня работают, скажем, против Шеварднадзе, против нынешнего режима? Экономические, политические, социальные Безусловно. факторы? Во-первых, экономические трудности, которые сейчас, это социальный взрыв, который может наступить, поскольку в экономическом отношении Грузия испытывает большой кризис и трудности, хотя новая власть делает все для того, чтобы из этого кризиса выйти. Второе, безусловно, это сторонники бывшего президента, которые прибегают сегодня к террористическим актам и сделали все для того, чтобы сорвать выборы, но они дали совершенно противоположный результат. Это очень важный дестабилизирующий фактор, в особенности в Западной Грузии, но думаю, что там уже начался определенный пик. И, конечно, вот это так называемые этноконфликты, которые мы не считаем этноконфликтами, это чисто политические конфликты. Спасибо, Леван. К нам присоединился Тбилиси. Добрый день, Эдуард Амбрович. Поздравляем вас с выборами, поздравляем с победой. Скажите, пожалуйста, законность нынешней вашей власти, она придает вам больше возможностей политического маневра в Грузии? Во-первых, я вас приветствую, Саша. Спасибо день. за приглашение, за это предоставление возможность вести диалог с вами. Да, безусловно, событие это большое. Я сразу хочу подчеркнуть, что, наверное, в таком состоянии, в каком находится сейчас моя страна, немногие государства и немногие политики, наверное, немногие пошли бы на такой шаг, на проведение свободных и демократических выборов. В политических кругах здесь, в России, существует устойчивое мнение, что вы являетесь заложником в руках уголовных элементов, точнее, людей с уголовным прошлым. Я имею в виду господ и оселяне, и китоване. И в связи с этим, как только грузинский народ поймет, что вы в данном случае заложник и не способны проводить самостоятельный курс, это будет и крахом государственности Грузии. Я не знаю, в каких кругах эти вопросы дебатируются. Я думаю, что в России тоже немало своих собственных проблем. Таких, по-моему, у нас нету, Андрей.
Пока у нас нет людей с уголовным прошлым в Кремле. Хотя, может быть, мы не все знаем. Я не знаю, я имею в виду в целом проблемы российские, так сказать. Что касается состава руководства, мне кажется, на выборах, в процессе выборов народ определился. Все они, мои коллеги, были избраны достаточно единодушно, но очень важно, что вместе с ними избран очень широкий спектр нашего политических течений, политических партий, так сказать, и так далее. Все основные силы представлены, в том числе и бывшие старые структуры, и коммунистические, так сказать, и посткоммунистические. Так что парламент у нас очень интересный по своему составу. А что касается вот, фамилий, о которых вы говорили, лиц, о которых вы говорили, им народ, в принципе, объявил, так сказать, доверие. Спасибо. Эдуард Амросович, у меня к вам два вопроса. Не считаете ли вы, что в августе ввод войск Госсовета в Абхазию было ошибкой? И второй вопрос. Судя по тому, что вы в последнее время резко критикуете российские власти, какие действия российских властей вы считаете вмешательством во внутренние дела Грузии? Знаете, что касается ввода войск, само выражение это неверное, неправильное. Я знаю вас хорошо, я думаю, что вы достаточно хорошо владеете, так сказать, основами международного права, так сказать, и так далее. И нельзя назвать передислокацию или направление с определенной целью в тех или иных регионах собственной страны каких-то войсковых подразделений вводом войск. Я подчеркиваю, все, что происходило в рамках единого государства Грузии. О цели мне приходилось неоднократно говорить об этом. Цели тоже известны. Это охрана коммуникаций, железной дороги, автомобильной магистрали. Это главные источники, главные артерии, через которые поступают к нам продукты, продукция, вообще в целом к нам, Армении. В течение 7 месяцев, или сейчас уже 8-й месяц, эти магистрали не функционируют. Второе. Россия, в том числе и президент России, и все остальные, признают и считают, что территориальная целостность, так сказать, и границы Грузии неприкосновенны, высказываются за территориальную целостность государства. Если это так, какими механизмами, допустим, какими рычагами мы должны обеспечивать эту целостность? Я думаю, один из таких рычагов – это, наверное, вооруженные силы. Так что мы правы перемещать эти вооруженные силы по нашему усмотрению, в том числе занять те или иные позиции, если это мы считаем нужным и необходимым. Я думаю, что перемещение, допустим, войск России на территории Северной Осетии нельзя считать оккупацией, так сказать, этого края. Или вы сейчас ввели войска в некоторых формированиях автономных Северного Кавказа. Что это такое, так сказать, ввод войск, оккупация? Давайте, так сказать, с учетом и международного права, и наших собственных порядков, которые существуют, которых мы уважаем, так сказать, в наших государствах, разберемся со всеми этими. Я готов, подчеркиваю, пойти на любое решение. Я сам приглашал и ваших представителей, и приглашал я представителей Организации Объединенных Наций, европейских структур. Давайте разберемся, давайте посмотрим. Я готов спорить с любой комиссией. И если надо, я готов пойти и в Международный суд и вывести какое-то решение, так сказать, что это такое, так сказать, мы действуем в рамках, пределах международного права
или действительно мы стали какими-то оккупантами, так сказать, в отношении своего собственного народа и своей собственной территории. Спасибо большое, господин Шварнадзе. Спасибо телецентру в городе Тбилиси. Вы смотрите «Красный квадрат», и мы подошли вплотную к теме грузино-абхазского конфликта. Немножко об истории этого конфликта репортаж Александра Погосова. Олег. Довольно часто в оправдании провалов миротворческих миссий нам говорят: грузино-абхазский конфликт молодой, как будто это вино, которое должно добродеть. Мы дождемся его зрелости, если забудем, что молодые конфликты – это дети старых проблем. 18 марта 1989 года Всеабхазский сход, собравшийся в селе Лыхны, принял обращение к руководству Коммунистической партии и Советского государства с просьбой о вхождении Абхазии в состав Российской Федерации. 14 июля в Сухуми произошли столкновения, погибло 14 человек, из них 9 грузин и 5 абхазцев. 25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазии принял декларацию о государственном суверенитете Абхазской ССР. 26 августа Президиум Верховного Совета Грузинской ССР признал декларацию недействительной. Июль 1991 года избран Верховный Совет Абхазии. Из 65 мест 28 мандатов за абхазскими депутатами, 26 за грузинскими, 11 за остальными. 13 марта 1992 года. Постановление Верховного Совета Абхазии о создании специальных частей внутренних войск, подчиняющихся председателю Верховного Совета Абхазии. 23 июля Верховный Совет Абхазии восстановил Конституцию Абхазии 1925 года. 25 июля Госсовет Грузии признал эти акты недействительными. В Абхазии началось строительство параллельных структур власти. 11 августа Госсовет Грузии ввел чрезвычайное положение на железной дороге на всей территории Грузии. В Абхазию были направлены внутренние войска для обеспечения режима чрезвычайного положения. После столкновений в Ачамчирском районе Абхазии 14 августа в Сухуми вошли войска. В середине августа Конфедерация горских народов объявила Тбилиси зоной бедствия и направила в Абхазию воинские формирования и добровольцев. 3 сентября. Встреча в Москве президента России, председателя Госсовета Грузии при участии руководителей Абхазии и Северо-Кавказских республик закончилась подписанием итогового документа. 25 сентября. Верховный Совет России осуждает действия руководства Грузии. 28 сентября. Встреча Бориса Ельцина и Эдуарда Шеварднадзе. 1 октября. Абхазские части и воинские формирования Конфедерации горских народов заняли Гагры и дошли до границы с Россией. Ведутся переговоры об очередной встрече Бориса Ельцина и Эдуарда Шеварднадзе. Зураб, у меня к вам первый вопрос. Вот флаг Абхазии, он немножко зеленого цвета. Что, так сказать, ну вот по оценкам наших политологов, чаще всего свидетельствует о том, что страна является проводником ислама. Существует также мнение в России, что среди двух кланов, ну как известно, вообще кавказская политика в значительной степени проводится кланами, среди двух абхазских кланов, Ачамчирский, я имею в виду, и Гудаутский, победил как бы в политической борьбе внутри, победил Гудаутский клан, который связан с адыгейцами. И именно поэтому на флаге Абхазии так много зеленого цвета. Ну, во-первых, я первый раз слышу о том, что цвет приписывается религии. В таком случае флаг Италии, где в Ватикане сидит папа, это тоже мусульманский флаг, потому что он зеленый. Ну, имеется в виду в определенном регионе, как вы Нет, понимаете. нет. Абхазия совершенно. Абхазия, между прочим, в Абхазии живут, может быть, самые древние православные христиане, которые жили на территории бывшего Советского Союза. Среди нас есть и незначительная часть мусульман. Религиозный фактор вообще не играет никакой роли в Абхазии. И это знают наши грузинские собратья, хотя они все время говорят о каком-то мусульманском фундаментализме. Вообще абхазцы по своему менталитету это народ этики, а не религии. И даже в первой советской энциклопедии 26 года было записано, что к вопросам религии мы крайне индифферентны. Цвет этот не зеленый, а аквамариновый. Он означает цвет Абхазии, моря и гор. А белый цвет это цвет духовности. А вот ладонь на красном фоне это флаг, который развивался над Сухумом, когда он назывался Себастополисом. Это символу свыше 1000 лет. Это флаг правителя Абхазии, дань традиции, которая была у нас. Флаг был пурпурным, и на нем была изображена ладонь. И вот мы ввели этот символ в наш флаг. Спасибо. Скажите, как вы относитесь к оценке того, что происходит в Абхазии, данной председателем парламента Грузии Шеварднадзе? Ну, все, что он сказал, я могу сказать с обратным знаком. Ну, во-первых, я не так оптимистично смотрю на перспективы Грузии и перехода ее к демократическому управлению, потому что от легитимности
того режима, который сейчас установился в Грузии, суть его не меняется. И когда мы ищем причины ввода в Абхазию, их можно перечислять очень много. Но я вообще считаю, что это ввод был определен именно природой того режима, который находится, который сейчас вот существует в Грузии, политического, который, в общем-то, последовательно уже развивал эти конфликты в Осетии, в Мигрелии, сейчас в Абхазии. Зураб говорит о том, что Шеварднадзе, он относится с обратным знаком, а я с обратным знаком тому, что сказал Видимо, нужно господин искать Асбар. сближение, Надо понимаете? искать Всем же решение. понятно, что Да. после такого количества пролитой крови любой из политиков Грузии и политиков Абхазии должен как бы поддерживать вот, национальное, в хорошем смысле слова, ощущение людей, которые его избрали или выдвинули. Но силен тот политик, который переходит через этот соблазн, и способен двигать людей к миру. Действительно, надо, вот если мы два юриста сели бы где-то отдельно специально, сейчас не для этого. У нас Почему? нет Давайте, места. может, преподнесем Да. подарок и Вы грузинам, и знаете, абхазам. ведь речь идет о чем? Речь идет о том, что экстремист, который сепаратизм в Абхазии, он уже несколько десятилетий. Там были определенные сложности, напряженность между грузинами и абхазами, хотя сами грузины как таковые ни при чем. Режим, так сказать, действовал, был такой режим, к сожалению. Но я могу со всей ответственностью сказать, что все поиски компромисса, мы понимаем интересы абхазского, политические интересы абхазского. Но это так, может быть, вам только кажется. Андрей Андрей Владимирович, вы... Я тогда вам отвечу пан- только двумя словами, и на этом кончу. Хорошо. Как вы думаете, если бы мы относились к этому вопросу иначе? Ведь специальная комиссия работала по расширению статуса автономной республики Абхазия. Я председатель этой комиссии. Я вам могу сказать о том, что 28, 26, 11 это тоже дискриминационный закон для Грузии и остальных проживающих нацменьшинств. То есть нацменьшинств, Грузия не нацменьшинств. Если политики начинают оправдываться, как вот сегодня вы оба, извините, господа, то тогда кровь будет литься вечно. Вот тогда и надо вытянуть. Мы не оправдываемся, мы констатируем факт. Да, но давайте констатировать факты. Мы можем потратить еще 20 минут на констатацию фактов, но война продолжается. Андрей Владимирович, извини, пожалуйста, Андроник. По нашим тайным сведениям, вы один из немногих каналов информации Кремля о том, что происходит на Кавказе сейчас. Ваше мнение о том, возможен ли компромисс, возможно ли найти пути стабилизации в ближайшее время, чтобы не лилась кровь, хотя бы на этом уровне зафиксировать ситуацию? Мне кажется, рассчитывать на какое-то оптимистическое видение не стоит. Дело в том, что конфликт в Грузии, между Грузией и Абхазией зашел уже сам по себе очень далеко. И фактор внешний, фактор, его называют российский, хотя бы его не стал называть российским, я бы все-таки назвал северокавказским фактором. Он оказывает очень большое влияние на глубину тех процессов. И действительно, у меня есть возможность общаться и с городом Грозным, и с другими городами Северного Кавказа. Я хочу сказать, что если не будет найдено одной какой-то модели, устраивающей обе стороны, то это будет продолжаться очень долго. Потому что пока с каждой стороны предлагается исключительно своя модель. И причем обе модели, и с той, и с другой стороны, с моей точки зрения, не принимают во внимание вот этого самого Кавказского хребта, который, в общем-то, достаточно легко проходим. Андрей, у меня к тебе два вопроса. Вот как тебе видится потенциальная роль России в этом регионе в деле стабилизации? И второй вопрос. Судя по тому, что Эдуард Амбросович в последнее время делал ряд заявлений, они готовы пригласить войск НАТО или миротворческие силы ООН. Какова может быть реакция России вот в случае Там, появления кстати, начальник НАТО, генерального штаба НАТО в Европе, он грузин, вы знаете, да? В случае появления Правда, НАТО американский. войск в Абхазии, в Осетии или в Грузии, вот прямо у непосредственных границ России. Но если что касается первого, то, к сожалению, в этом случае, как, кстати, во многих других, Россия оказывается заложником. Это парадокс, но великая страна, великое государство оказывается заложником в ситуации, когда у нее руки практически скованы. Дело в том, что относиться безразлично невозможно, поскольку это южная граница России. Брать ту или иную сторону тоже невозможно, потому что это, опять же, будет фактор, действующий уже на внутреннюю обстановку в России. Поэтому до определенного момента, мне кажется, Россия может играть роль исключительно сдерживающую. А вот насчет А насчет появления второго, я натовских хочу войск. сказать честно, что и мои контакты с представителями Конфедерации горских народов Кавказа и с руководителями целого ряда республик Северного Кавказа, да и, в общем-то, с общественно-политическим движением России показывают. Не дай бог появиться войскам НАТО. Это
будет такой психологический удар и кризис для России, что тогда последствия и внутри России будут непредсказуемы. Дай бог России пока немножко со своими войсками удержит ситуацию, потому что замена российских войск на войск НАТО может привести к качественно новому по политическому содержанию уровню конфликта. Господин Ачба, вы в своем комментарии слов председателя парламента Грузии Шеварднадзе сказали, что конфликт в Осетии и в Абхазии его проводят одни и те же политические силы. Тем самым вы, так сказать, считаете, что законность избранной власти не изменила характера этой власти. Так? Ну, в истории бывали такие примеры. Это, в общем-то, Хорошо. Скажите, есть ли иные пути для абхазского руководства сегодня, как, кроме сотрудничества с такой властью, которая есть в Тбилиси, чтобы разрешить этот конфликт? Хотя бы на уровне, опять же, я повторяю, давайте говорить о том, чтобы прекратились военные действия, чтобы не лилась кровь. Ну, во-первых, я думаю, что нам нужно прекращать конфликт. Вот господин Шеварднадзе сказал, что это было простое перемещение войск. Это неверно. Ведь эти войска пришли... Но он не может сейчас с вами спорить. Нет, ну Я могу поспорить. Хорошо. я могу Просто сказать. опять же мы сейчас потратим много времени на поэтому это. же я могу единственное. поспорить, что я Нет, принимал Давайте попробуем через 2 минуты вернуться к нашему разговору, а сейчас посмотрим на демографическую ситуацию в Абхазии. Сегодня 47% населения Абхазии составляют грузины, 18% абхазцы, 15 армяне, 16 русские. Небольшими общинами представлены также украинцы, греки, эстонцы, евреи и другие. Абхазцы живут преимущественно в Ичимчирском и Гудаутском районах. Андрей Владимирович, по крайней мере, Россия из всех стран, может быть, бывшего Союза, наиболее в этом смысле опытной, вынужденно опытной оказалась, поскольку ее участие в разрешении таких конфликтов пока единственный пример хотя бы какого-то затухания. Я прежде всего говорю о Молдове. Андрей Владимирович, по крайней мере, Россия из всех стран, может быть, бывшего Союза, наиболее в этом смысле опытной, вынужденно опытной оказалась, поскольку ее участие в разрешении таких конфликтов пока единственный пример хотя бы какого-то затухания. Я прежде всего говорю о Молдове. Как здесь? Здесь все обстоит гораздо сложнее. Начнем с того, что надо учитывать психологические некоторые факторы. Ведь появление войск Госсовета в Сухуми, оно, может быть, было бы более спокойно воспринято в России, если, допустим, бы танки не стреляли по санаториям, если бы не погибли там наши военнослужащие. То есть вот этот фон, российский фон этого конфликта, он очень больно отозвался в России. Он, кстати, во многом повлиял на решение Верховного Совета Российской Федерации. И, кстати, я, поскольку тоже и поддерживаю достаточно тесные связи с казачеством, он, кстати, повлиял и на них. Дело в том, что для них как раз вот этот элемент гибели людей, россиян там, он стал стимулирующим моментом. И плюс второй момент, я здесь согласен, как говорится, с уважаемым представителем Грузии, но, если говорить честно, мы не можем сейчас закрыть границу с Грузией. Это не тот регион, где можно поставить на каждом, так сказать, углу, на каждом повороте солдата, танк, бронетехнику и прочее. Это районы, где действительно местное население принадлежащих пророссийских территорий, да, может совершенно свободно пройти на территорию. Хорошо, Андрей Ильич, мы сталкиваемся, давайте попробуем, так сказать, обобщить то, что мы сегодня имеем. В любом случае, конфликт Абхазии и Грузии, в него замешана Россия, потому что так или иначе северокавказские народы, они поддерживают Абхазию, не имея в виду там мусульманство, не мусульманство, но это происходит. Таким образом, перед Россией, перед Ельциным стоит выбор: либо потерять Грузию, либо потерять Северный Кавказ вместе с Абхазией. Я бы немножко по-другому сформулировал. Наша задача, не потеряв Грузию, сохранить Северный Кавказ. Как? Очень трудно, очень Вот у трудно. меня И есть самое в связи с главное, этим одно решение. Может вопрос заключается в том, что мы сейчас во многом, как российская власть, мы безвластны на Северном Кавказе. Ну да, это Появляется верно, действительно скорее та структура политическая, в данном случае я имею в виду Конфедерацию горских народов Кавказа, которая в ряде случаев заметно, а в ряде случаев незаметно заменяет действующие органы власти, и возможности диалога с ней, они минимальны. В том числе именно потому, что многие руководители Конфедерации горских народов Кавказа и Чеченской республики прямо говорят, что с ними никто не хочет говорить в Москве, и о каком, так сказать, решении вопроса может идти речь. Как вы думаете, грузинская сторона готова пойти на федерализацию Грузии? Вот давайте с этого начнем. Да, я... В беседе, Ключевой вопрос, кстати. да, Да. безусловно, я беседовал с Зурабом, когда я ему говорил,
что давайте идти шаг за шагом. Сейчас грузинская общественность не готова к признанию федерализма, потому что в традициях Грузии не было этого федерализма в течение 70 лет. Одну минуточку. Разрешите Да, у сказать? нас тоже, Почему? как в Наличие, между России. прочим, наличие автономии это был протофедералистская совершенно правильно, но структура. Как же природа так? Именно автономии- Грузия была к этому готова, Одну больше, чем минуточку. кто-либо. Мы считаем, что мы не готовы, потому что отношение к Абхазии и Грузии не совсем то, какое существует в Российской Федерации, существовавшей после 17-18 года. Совершенно другие отношения. Мы, сейчас будет спор, но мы всегда Абхазию рассматривали как составную часть Грузии, исторически, в течение 2000 лет, где два коренных народа живут многие тысячелетия. Мы уважаем абхазский народ, но также относимся с уважением к своему собственному народу. Поэтому мы предлагали размежевание компетенций, даже, может быть, больше прав, чем у федерального, так сказать, субъекта. Но самое главное, что эта работа шла. Я приезжал и в старое время, и в новое время. Правда, я не встречался. На последней встрече мы встречались, когда у Ардебы мы были. Но разговор шел все время с их стороны в повышенных тонах, в ультимативной форме. Зураб, вы же сказали, что мы заставим вас стрелять в нас, и, видимо, война только заставит обратить на нас внимание. Вы этого добились. Вы начали стрелять. Когда 15 июля, кто стрелял первый? Кто начал? Ну, это трудно сейчас. Мы сейчас я ухожу от этого. Не будем спорить. Как сказал Эдуард Амросович, пусть комиссии потом разбираются. Хорошо, если, Но когда, психологически по вашему понимаете? мнению, народ Грузии будет готов принять идею. к принятию идеи федерализма, в частности, с Абхазией, может быть, с другими частями Грузии? У нас есть партия, которая предлагает федерализм вообще в Грузии. Как сильны ее позиции сегодня? Довольно-таки слабоваты. Но сейчас идет разработка будущего государственного строя. Вот новый парламент избран. Поэтому не надо форсировать события, что и как будет. Надо исходить из одного постулата. Абхазия мы рассматриваем как исторической составной частью Грузии, в которой живут два народа вместе, грузины и абхазы. Мы понимаем, что должна существовать автономия, может быть, не автономия, а более расширенное государственное самоустройство. Давайте искать модус, но не войной. Мы меньше всего собирались воевать, это я могу ответить. Но, тем не менее, так и Эдуард произошло. Шеварднадзе не мог начать с войны, когда он пришел как, будем говорить, голубь мира в Грузии. А вы разве, простите, не предвидели, каким последствиям может привести ввод войск? Но неужели это было неясно? Ведь когда в Для вас России это попытались ввести войска в Чечню, Да. всем было очевидно, Да, что один без арест Шанибова какой без большого привел. кровопролития Да. нельзя будет усмирить Чечню и решить силовыми методами эту хорошо, проблему. вы Неужели- знаете, в чем дело? Дело в том, что ведь нельзя же в конце концов потакать так сепаратизм. Завтра Россия станет перед этой проблемой. Я знаю. И сегодня уже Она эта уже проблема у такая, нас да, есть, но мы- у нас, по крайней мере, не стреляют все-таки. Чечню, Татарстан, Но но... вопрос заключается в том, что, кстати, на примере Чечни, на примере, кстати, сейчас Абхазии, мы еще раз убеждаемся в том, что в России сегодня военное решение вопросов автономии, то есть, образно говоря, насильственное присоединение к федеративному договору невозможно. Мы всегда ставили вопрос о том, что мы, как государство, а Абхазия является государством, должны иметь тот объем прав, какие имеют республики в России. Мы понимаем, что это в динамике находится развитие взаимоотношений. Мы ставили вопрос. Это все пожелания, о которых здесь говорит мой оппонент Алексидзе, это пожелания. Мы каждый раз пытались, чтобы это легло конкретно на бумагу, И вы видели эту конкретно бумагу. на какой-то договор. И вы видели Кстати, эту вот бумагу. парламент, вот о котором говорят, что нам дали там 28 мест, там 26 грузинам, и в смысле это не отражает демографическую ситуацию. Мы-то ведь предлагали совсем другой вариант. Введение апробированной мировой практики двухпалатного парламента, где в одной палате, в Совете национальностей, были бы представлены все национальные общины, армянская, греческая, грузинская и абхазский народ, и русская община, а в другой были бы прямые выборы. Но этот вариант был Одну минуточку, отвергнут. с каким правом Одну у секунду, я абхазов? прошу не перебивать Нет, с меня. каким правом у Одну абхазов? секунду, одну Право секунду. Это вето. достаточно Я вас специфический вопрос, я думаю, Я что вас прошу. в любом Они случае... требовали права Я вето хочу, для я страны. хочу, нет, на это Хорошо. постоянно, на это Если вы постоянно настаиваете. опираю. Я вас прошу не перебивать. Пожалуйста. Но дело в том, что да, единственное, что мы просили за абхазской общиной, сохранить право вето на те вопросы, которые касаются государственного устройства этой республики и территории. Мы имеем право, там самоопределились мы. Что тут такого? Да. Теперь, Грузия была Мы федерацией. давали, В Конституции 27 года записано, что Грузия строится на федералистических принципах. И с 21 года по 31 год Абхазия и Грузия находились фактически в федеративных отношениях. Нет, я так понимаю, что противоречия это не вызывает. Нет, Просто, видимо, общественное мнение против вызывает. этого. я И так понял. Шеварднадзе,
И сейчас Алексеевич говорит, что общественное мнение не созрело. Оно не созреет никогда, потому что Если в этом так будете общественном вести себя, мнении, никогда не созреет. в этом Конечно. общественном мнении культивируются совершенно иные идеи. Говорится это о неправда. единой, неделимой Безусловно. национальной Грузии, в которой нет нам места. Вот за что мы как же боремся. это можно говорить? Ну, как И- же это Спасибо можно большое, говорить? господа, за ваше участие в программе. По крайней мере, мы поняли, и вы смогли высказать ваши точки зрения. А, конечно, в рамках одной передачи решить такую сложную животрепещущую проблему чрезвычайно трудно. Ну, мы Нам готовы остается с Андроником дать еще слово представителю России. Может быть, российский опыт все-таки хотя бы чуть-чуть сдвинет хотел бы это вас противостояние в сторону компромисса. Вот вы не спросили наше видение решения проблемы вот этого конфликта. Я не получил этого вопроса, но я бы хотел сказать, как мы себе представляем, как этот конфликт можно решить. Я просто почему не задал этот вопрос, потому что, как вероятно, ведь это же матрешка. Ведь Нет, вы же, почему? ведь наверняка, даже если сейчас Россия признает Абхазию, вряд ли прекратится война, поскольку большинство населения составляют грузины, и они, Нет. наверное, не захотят, они не поверят руководству Вы Абхазии, что оно отвечаете будет за защищать их меня. интересы. Я имею в виду, как решить этот Я просто не конфликт задал этот сегодня. вопрос именно по этой причине. Нет, Пожалуйста. напрасно. Я вот, например, вижу решение этого конфликта таким образом. Мы нигде не декларировали своего выхода из Грузии. Нет такого правового акта, и называть нас сепаратистами это просто несправедливо. Мы можем называть фашистами или националистами другую сторону, но мы такими словами не разбрасываемся. Поэтому мы говорим, давайте выведем эти войска, давайте одновременно разоружим ополчение, выведем конфедератов и сядем за стол переговоров. Но именно этого решения проблемы грузинская сторона не желает. Господа, Подобного. спасибо вам большое, вы высказали свои точки зрения. Прошу. Мне кажется, что начать надо с того, честно говоря, о чем говорил Эдуард Амросович. Нужна комиссия. Нужна комиссия, хотя, конечно, по составу этой комиссии будут бесконечные, но нужна комиссия. Нужно остановиться. Нужно остановиться обеим сторонам, потому что, так сказать, конфликт устный, он переходит постоянно в конфликт стреляющих сторон. Комиссия, которая максимально сделать представительной. Взять в нее представителей бывших республик Советского Союза. Да, может быть, и международных наблюдателей, хотя реакции на международных наблюдателей разные. Начать с этого. И с момента того, когда комиссия должна приступить к работе, стороны должны полностью прекратить все боевые действия. И я понимаю, что здесь очень сложный вопрос о выводе войск Грузии с территории Грузии и прочее. Это очень сложно. Но я бы хотел сказать, что есть возможность, они имели такие представительские прецеденты, что, допустим, те танки, которые находятся, допустим, в Сухуми и прочее, просто с них убирается все, что может делать их танками. То есть не вывозится, это невозможно сейчас, надо быть реалистами. Но действительно разоружение и демонтаж. Нет, ну, Грузия же не На может время... Извините, пожалуйста. Нет, я предлагаю то, что, кажется, что демонтаж. Вместе с тем, конечно, нужна более четкая постановка вопроса о российско-грузинской границе, я имею в виду проходимость ее, потому что ни для кого не секрет, что если вдруг опять, не дай бог, в ближайшие дни разгорится насилие, то поток из Северного Кавказа будет отнюдь не маленький. И мы тогда можем втянуться вообще в огромную войну, войну страшную по своим последствиям. Поэтому предложение какое? Все три стороны подписывают соглашение о комиссии. Уже есть, оно, Формируется, 5 сентября. нет, я имею в виду другое. Формируется комиссия, где каждый член утверждается на принципе консенсуса между всеми тремя сторонами. И с момента, когда комиссия начинает работу, полное разоружение и демонтаж оружия, тяжелых особенно вооружений, находящихся на всей территории конфликта. Спасибо вам большое за участие в программе. Вы смотрите «Красный квадрат», оставайтесь с нами. Андроник, сегодня у нас чрезвычайно тяжелая тема, и, конечно, ни нам, да и никому, наверное, в этом мире не выступить судьей в этом конфликте. Но, как бы не являясь участником и не входя в правительственные структуры ни одной из сторон, как вот, учитывая все три позиции, может ли быть какой-то интеграл взаимодействия? Знаешь, Саша, я хотел вначале остановиться, может быть, на итогах все-таки выборов в Грузии. Конечно, Ну, в общем, это существенный, да, конечно, фактор, который может стабилизировать. Я думаю, что, конечно, это очень важно, что прошли выборы. Очень важно, что Шеварднадзе легитимизировал, по крайней мере, свой статус. Но, увы, я не склонен переоценивать значение этих выборов. К сожалению, мы видели в Таджикистане, мы видели в Азербайджане, да в той же Грузии, когда всенародно избранные руководители оказывались смещенными
потому что им не удавалось то ли поставить под контроль военное формирование, которые, увы, к сожалению, во многих регионах становятся как бы личными дружинами воюющих феодалов. И второе, им не удавалось создавать управляющие структуры, которые могли бы справиться с сегодняшними тяжелыми экономическими проблемами. Вот почему мне кажется, что несмотря на то, что, возможно, ситуация после выборов несколько стабилизирована, но наличие вот всех этих факторов делает, конечно, внутреннюю ситуацию самой Грузии все еще достаточно взрывоопасной. А что касается проблемы вот этого конфликта, то, конечно, этот конфликт вносит новые дополнительные измерения. И в этой связи мне хочется сказать, что, конечно, ни войска НАТО, ни миротворческие силы ООН вряд ли смогут в этом регионе реально что-либо сделать. Видимо, основное слово останется за Россией. Все будет зависеть от того, какой выбор сделает Россия. Захочется ли России оставаться в Закавказье и в этой ситуации в какой-то форме гарантировать территориальную целостность самой Грузии, или если Россия решит уйти из Закавказья и, возможно, из предгорьев Кавказа, то тогда, конечно, ситуация для Грузии окажется весьма и весьма тяжелой, потому Наверное, что... это и для России неприемлемый вариант, поскольку русская община в Грузии окажется беззащитной. Это возможно, но мне кажется, что все-таки для России будет очень сложно одновременно оставаться в Закавказье и одновременно, значит, контролировать ситуацию на Северном Кавказе. В таком случае Россия должна принимать суровые меры по усмирению, если так можно сказать, Северного Кавказа, горские народы которого в этой сложившейся ситуации все-таки оказались вовлеченными в этот конфликт. И мне кажется, что при любом обострении ситуации и в Осетии, и в Абхазии Конфедерация горских народов вернется туда, и ситуация будет снова дестабилизирована как для Грузии, так и для России. Вот почему я думаю, что Россия должна решать, если она остается в Закавказье, то, чтобы оставаться в Закавказье, должна быть, конечно, добрая воля и желание со стороны Грузии именно, и других закавказских республик, а не России, потому что сегодня не Россия в этом заинтересована. А если Россия уходит, то тогда, конечно, все республики этого региона окажутся в очень уязвимом положении. Спасибо. На следующей неделе в городе Воронеж открывается фестиваль программ, телевизионных программ стран Содружества. И наш «Красный квадрат» выйдет в эфир из Воронежа в следующую субботу. Тема «Информация как средство общения», «Информация как способ коммуникации», «Информация как безопасность». Смотрите нас ровно через неделю из Воронежа. Кстати, вы сможете задать ваши вопросы по этой теме во вторник с 12 до 15 по телефону 924 02 54. Это в Москве. Смотрите «Красный квадрат». Будьте с нами.